Добрый день, мы сегодня на студии Красный Коннект, и с вами я, политолог Андрей Данилов. Спасибо авторам этого канала, что пригласили меня. Сегодня в гостях также в нашей студии Петр Ивольдович Амосов, народный депутат Республики Саха-Якутия, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, в целом очень интересный человек, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Здравствуйте, Петр Ивольдович. Привет. У вас такое красивое имя, Петр Ивольдович. Как к вам можно обращаться, к примеру? Лучше Ивольдович, наверное. Потому что, Петр Ивольдович это, наверное, для официального такого. А так, тот, кто... И тогда было замечено, что, просто можно Петром или Ивольдович. Так проще будет для всех. Андрей. Хорошо, Ивольдович. Скажите, пожалуйста, когда вы родились и чем вы занимались до того, как стали заниматься политикой? Коротко, буквально. Я родился 22 сентября 1966 года. Хотя иногда подкалывает, мои близкие, у меня в свидетельстве стоит, что я рожден в городе Якутске. На самом деле я считаюсь алданским, так как я там и вырос, и школу закончил, и работал там, до 96-го года, и в администрации, и в совхозе отделении, скотником, сено косил, на тракторе приходилось работать, А так... По образованию я инженер-землеустроитель. В землеустройстве я работал около 20 лет. Поэтому я всегда, например, при встрече говорю, что на прилавках в магазинах появится, если продукция, то значит это появился и землеустроитель с теодолитом на полях. А так сейчас землеустроитель занимается не тем ему положено. Он просто-напросто вашу недвижимость, нашу недвижимость переводит на бумагу. Хорошо, Ивольдович. Где ты работал землеустроителем? Расскажи, пожалуйста. Я отработал в землеустройстве сперва в Усть-Алданском районе у себя, а потом я переехал на Колыму и более 10 лет там работал, в Верхней Колыме. И поэтому там же годы такие-то прошли, что всегда я смеюсь при встрече с земляками, что я больше знаю верхнеколымских, чем усть-алданских, хотя я коренной усть-алданский. Я слышал, что тебя называют колымский волк, Ивольдович. Нет, я не волк. Нет? Нет, я не волк. Я обычный, могу себя называть, конечно, колымчанином, потому что много обращаются вопросами, конечно, мы стараемся помогать. Вместе с Виктором Николаевичем Губаревым. Это надо отметить, потому что много чего сделали, сейчас начнем перечислять. Это нужно отдельное интервью, как говорится. Да. Скажи, пожалуйста, почему именно коммунистическая партия? И когда ты вступил в Компартию? Это, скорее всего, было 90-е, правильно? Нет. Это было начало 2000-х. Я вступил в партию 5 ноября 2000 года. Тогда Единой России и не было. Там тогда начали появляться партии Единства, Медведь, кто-то там возглавлял, я не помню, но помню, что Ментимир Шеймеев там, по-моему, был. Шойгу был в свое время, Глушков там был, И поэтому особенно, когда, например, работая в исполнительной власти, имеется в виду в землеустройстве, в систему Госкомзема
принципе, особо я времени не уделял политике, да, потому что тогда была, скажем так, пора регистрации вот этих всех земельных участков, да, поэтому мы работали с утра до вечера, не покладая руку. И при этом, вот смотрите, как было. Тогда у нас в свое время, ну, на небольшой такой короткий отрывок времени был руководителем, ныне являющийся председателем правительства Мишустин Михаил Владимирович. Вот человеку надо отдать должное, да, мы чувствовали его руку даже там на Колыме. Ладно. Очень четкий и, я бы сказал, ну, жесткий руководитель. Ну, у него вот, рука есть у него, вопрос. Понятно. Смотри, Петр, что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию? На пенсии? Да. Ну вот, например, тебе стукнет 70 с чем-то лет. Чем ты займешься? Закончишь депутатские сроки? Я не хочу 70 лет выходить на пенсию. Вот сейчас мне 22 сентября вот этого года исполнится 55 лет. Да? Я бы еще, конечно, согласен отработать 5 лет, да, до 60. Но далее я не хочу. То бишь я хочу переехать к себе в деревню. Я очень люблю, как всякий якут деревенский, люблю свою родину. Она у нас одна, единственная, под названием деревня. Перебью. Сахалын рядом? Лучше всякого якута. Да, все понятно. Да. Хорошо, ладно. Вот мы поговорили о коммунистическом движении, вот о том, что ты коммунист, землеустроитель и этот. Назови, пожалуйста, 5 выдающихся, ну, кого породили, так сказать, земли усть-алданские из политиков нашей республики. Не совсем понял вопрос. Просто 5 фамилий. 5 фамилий политиков из Усть-Алдана. Ой. Исторических, современных, не важно. Первым назову, конечно, вот при приходе казаков, да, тогда русских казаков, это, конечно, Лигой. Да, я вот, например, очень сильно горжусь, что я из той деревни, откуда он родом. Так Лигой же, да? Говорят, наоборот, не позволял объединяться? Или это просто такие вариации? Нет. Смотрите, вот в советское время до 91 года Лигой всегда был героем, да, среди населения, потому что он дипломат того времени, да, когда пришлые казаки, не понимая друг друга языках, жестами, но он нашел общий язык, и при этом он, я бы сказал, заложил основу развития Якутии. Это был большой политик того времени, потому что, ну, если бы не Лигой, ну, такого развития бы вряд ли народ Саха получил бы, потому что это мудрейший был человек. Есть у нас еще Алексей Ржаков, он просто народе называется Сесен Ржаков, да, с Барагонского наслега, да, который был, кстати, на прием у Екатерины II. Это тот знаменитый ходок. Да. Екатерину, чтобы удивить, когда она у него спросила: знаешь ли ты, холоп, где ты стоишь? А он-то где-то то ли в Георгиевском зале, то ли где, да, она его приняла. Да, знаю, госпожа, знаю, где я стою. Я стою на своей земле. Она: чего? Он, срывая с себя тормоза, ножичком чук, а внизу на подошве оказалась земля. И он стряхивал. Я вижу, где стоял.
Ну, надо было как-то удивить. Она же все-таки, хоть императрица, она же женщина же. Вот вопрос. О, интересный вопрос. Но потом мы у него Да, спросим поэтому... насчет женщин. Следующий тогда у нас. Да. Кто из Усялдана? Вот уже двоих назвал. Двоих. Ну, я еще... 3 осталось. Еще бы я к этому вопросу прибавил бы еще Мигалкина Афанасия Петровича. Это зачинатель движения пионерии Якутской АССР. Да? Кстати, тоже с моей деревни. Да, вот дядя вот, Мигалкиных, знаменитых наших, Афанасия, Александра, Ивана, их много очень. Ну вот уже 3, и еще 2. Да. Еще бы я назвал тоже, кстати, моего земляка, да, вот Леонтьев такой был, Василий Никонорович. Его, например, начал изучать родом из Татинского района Василий Никитович и Протодиаконов. Это был очень сильнейший литературный критик. Был, не знаю, по каким-то причинам был осужден, да, и умер в Новосибирской тюрьме от заболевания какого-то, да. Поэтому есть у нас, конечно, вот такие люди, которые славились и тогда до сих пор, которые, да, вот можно назвать и Маяват Табертхара, который сейчас село Сырдах, вот, да, там озеро Ханга и так далее, там, ну, силач такой был, здоровенный мужик, богатырь, да. Вот о нем легенды там много ходят. Его сколько там веков прошло, но не забываем же его, да, потому что, видимо, человек не только славился своими-то силами, но и другим определенным талантом обладал. Вот хорошо. Ты вот назвал выдающихся деятелей родом с Усялданского района. А вот скажи, сколько у тебя в жизни было любимых женщин? Любимых? Да. О, это вопрос такой интимный, поэтому сейчас называть начнешь, меня, например, жена, ну, скажем так, ночью я просто проснусь на полу, если я сейчас... Поэтому я этому вопросу Андрюше не буду отвечать. Хорошо, Иванович. Скажи, пожалуйста, вот ты идешь в Государственную Думу. Для чего? Государственная Дума – это вопрос очень серьезный, да. Конечно, была попытка в 2016 году. Можно сказать, это мой реванш после 2016 года, когда я получил 15,5%. То есть партия тебе повторно доверила? Ну да, да. Ну, раз выдвинула партия, конечно, да. Ну, видимо, надеется, что все-таки товарищ Амосов на этот раз выиграет выборы, да. Ну, я бы сказал так к этому вопросу, да. Видимо, да, на этот раз получится получить мандат одномандатного депутата, а вот цель идти в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, конечно, это, вот смотрите, вот я 7 лет как депутат, да, скоро будет 8. И куда бы ни приткни законодательству, что-то хочет изменить человек, да, депутат регионального уровня, все равно он спотыкается сразу на федеральное законодательство. То есть, вот любители сейчас говорить соответствие с федеральным законодательством. Если это не соответствует федеральному законодательству, да, особенно бюджетный кодекс, да, бесполезно что-то продвигать. Вот сегодня вечером мы услышим мое выступление по поводу зарплаты коневодов, да, табунщиков. Там мне правительство отказывает в чем? Оказывается, табунщики коневоды
если мы их включаем туда в виде гарантированной заработной платы, то оказывается это противоречит бюджетному кодексу. У меня ведь ответ есть. А в чем именно противоречит, они не объясняют? Ну, по статье они там показывают же. А. Вот, поэтому, чтобы мы за бортом вот этого бюджетного кодекса наш сельскохозяйственный производитель не оказался, мы должны работать на федеральном уровне. Вот тогда он не будет обделен бюджетного ресурса. Вот, например, много же раз отказывают, да, нам. Вот те же пожары, например, да. А пожары отказывают. Причина одна, что это федеральный уровень. Но на деле, например, когда сталкиваешься, две или три там ДТшки были бы, да, в самом селе, ну, конечно, потушили бы этот пожар. Потому что гусеничная техника только войдет в лес. Но трактор «Беларусь», что он потушит-то со своими колесами-то? Вот вопрос. Хорошо, Льва Валерьевич, вот скажи мне тогда, а что, нет у тебя таких амбиций, скажем так? Плох тот солдат, который не желает стать генералом, чтобы так вот для этого именно пойти в Госдуму. Все вот пытаешься для людей. Если... Все-таки самореализационный момент тоже присутствует. Нет, например, если бы я гнался бы за должностью, да, вот, за должностью, я бы, конечно, не был бы сегодня членом Коммунистической партии Российской Федерации. Поэтому мы же приходим сюда не для того, чтобы там себе кармана набивать, да? Мы же сюда приходим именно людям помогать, чтобы людям каким-то образом помочь, чтобы облегчить им жизнь. Попробуйте, например, сунуться в какое-нибудь медицинское учреждение, если вы хотите побыстрее, чтобы вас прооперировали, да, сердце. 2 миллиона вас прооперируют. Только как ты заработаешь 2 миллиона? Он же больной человек. Вопрос, да? Хотя есть квота, да, республиканская, что, но сердечных больных-то полно. То же самое и по другим болезням. Да? У кого-то там поджелудочная железа, у кого-то печень. И поэтому основа основ, что коммунистическая идеология именно социального направления, именно те деньги, которые должны были идти в государственный бюджет, но не собственникам частным, да, в виде огроменных там ресурсов доходов. Где вот от Якутугля, которые зарабатывают денежки такие, да, 18 миллионов тонн продали? Золото сейчас сколько стоит, да? На 60 миллиардов, по-моему, сегодня году, в прошлом году продали. И где они на бюджете чувствуются? Когда, например, вносишь денежки, да, вот, я пытался поднимать эти субсидии на маточное поголовье табунного коневодства. 5000, да, всего надо было на, ну, вот, на маточное поголовье. Цена вопроса там, по-моему, 450 миллионов рублей. А что такое 450 миллионов рублей для такой доходной республики, как Якутия? Мы 1 триллион 200 миллиардов где-то имеем ВРП, внутренний валовой региональный продукт, да? И не можем позволить 450 миллионов тому же табунщику заработную плату внести. Это очень неприятно. Да. Очень неприятно. Ну, Льва, ты, выходит, выбрал для себя такой путь борьбы со всеми, за права трудящихся. В принципе, это твое жизненное кредо, можно сказать. Нет, Андрей, это не борьба. Борьба немного другое, наверное, да. Это когда-то, например, ты
Вот 21 год будет, как я партии, да, 5 ноября исполнится 21 год. Ну, выходить мне из партии, да, там, если ты хочешь, желаешь стать там чиновником большого ранга, да, или оставаться в рядах своих партийцев, и тем самым ты будешь все равно всю жизнь за права трудящихся бороться. Конечно, любое государство, если нет населения, Андрей, да, то оно не государство. А мы идем к тому, чтобы сократить население, потому что, смотрите, в селах, да, по 2, по 3 выпускника, это что такое? А раньше это минимум 17-18 было в деревнях. А сейчас что? Куда они подевались? Потому что молодые не рожают. Вопрос один. Потому что папа, отец семейства, не может содержать семью. Так как? Почему? Бензин дорогой, продукты дорогие, квартплата дорогая. Как ему 4, 5 или 7 содержать на своей заработной плате? Не соответствует же действительности-то. В магазин идешь, вот этот, я постоянно говорю, вы же идете в один и тот же магазин с министром. Для министров же нет отдельного магазина, чтобы были дорогие продукты. Нет, мы один же тот же магазин идем. Вот этого народ пока не понимает. Но со временем, по-моему, он начал уже, скажем так, положительно уже относиться к коммунистам, потому что мы говорим правду. Понятно. Хорошо. Давай будем потихоньку завершать наше интервью. Сейчас я задам один вопрос, и после этого сделаем короткий блиц. 5 быстрых вопросов с быстрыми ответами. Вот сейчас такой, скажем так, вопрос. 30 лет назад тебе было 25. Правильно? Да. Если бы ты вернулся, страна как раз была у нас, скажем так, на перепутье в это время. 30 лет назад. Это у нас какой год выходит? 91 как раз, правильно? Что бы ты сказал себе? Вот, допустим, есть у тебя машина времени, ты встречаешь молодого Револьдовича, и что бы ты себе сказал? Ты имеешь в виду, вот, находясь в таком подсознании, как сейчас нахожусь? Ты вдруг встретил себя. Ой, это сложно, потому что тот человек, назовем его Homo Sovieticus, да, он был с 85-го настолько деградирован, он бы не понял бы меня. Он бы меня не просто-напросто не понял. То есть молодой Петр сам себя бы не понял? Нет. Старшего? Потому что тогда была гонка за хорошими шмотками, за хорошими машинами, да. Совершенно это были другие люди того поколения, того периода, да. Вот, поэтому, сложный вопрос задал, Андрей, ты мне. Потому что я пытаюсь раскрыть тебя как человека перед нашими зрителями, так сказать, подписчиками. Потому что 91 год это очень сложнейший год. Это просто-напросто 28-миллионная армия коммунистов в одночасье превратилась в демократов, да? Я всегда задаюсь вопросом, чему же тогда учили в супершколах, комсомольских школах? Сложный вопрос. Хорошо. Ладно. Проведем короткий блиц. Надо отвечать быстро. Буквально секунд 20 на размышление, максимум. Любимый цвет? Любимый цвет? Да. Вот как ни странно, зеленый. Как ни странно, зеленый. Очень даже странно. Ой, я думал, будет красный, конечно. Пиво или водка? Лучше водку. Да. Неплохой выбор. 5 плюс 5 умноженное на 5. 5 плюс 5 умноженное на 5? 75, по-моему. Нет. Ладно, идем дальше. Нет, 50. Так, дальше идем. Прыгнешь ли ты с парашютом, если выиграешь выборы? Нет. Никогда. Почему? Боюсь высоты. Хорошо. Ладно, и последний вопрос.
Какой из фильмов, который ты видел, подошел бы под описание твоей собственной жизни? Под описание моей Да. собственной жизни. Ну, к примеру, там «Судьба человека», может быть, там «Операция И», может быть, зарубежный какой-нибудь фильм, или киногерой. С Ой, кем бы ты мог себя ассоциировать? киногероем. Ну, я, например, в свое время, конечно, импонировал, и мне очень он нравился, это Вадим Спиридонов. Это Федор из фильма «Вечный зов». Мгм. Он тогда и «Батальона просит огня», ну, там, «Крылатая гвардия», ну, много у него, конечно, и положительных, и отрицательных героев, да, ну, Ну, вот именно Федора, да, вот «Судьба Федора» да. похожа на твою. Нет, на мою-то не похоже, конечно. Ну, вот как бы Но описал ты свою жизнь? просто вот этот фильм, да, который был издан «Вечный зов», ну, он же в нашей жизни где-то такие-то слова уже присутствуют, да, уже. Ну, слова пророчества Лохновского, чего, нет, что ли? Ну, в Вот какой-то они. мере, да. Да, поэтому тут... ну, это, конечно, шедевр нашего кинематографа советского, да. Пытались они, люди того периода, все-таки общество-то научить, никуда не наступать. Но, видишь, наступили. И ничего хорошего на самом деле не получили. Ну да. Ну, подводя итоги, скажем так, нашей беседы, я думаю, Петр Львович, вы довольно интересный человек, судя по вашим ответам. Кое-где, конечно, вы скрытничаете, а где-то открыто признаете, что вот такие вот вещи были и в нашей стране, и в жизни, и перипетии, так сказать, что и встретив себя молодым, вы друг друга просто не поняли, пытаясь что-то объяснить. Но это Не действительно поняли. показывает вас как человека, понимающего ситуацию в стране. В целом, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы у нас появились сегодня. Выступили, наконец-то, это такое короткое ознакомительное интервью. Если кому-то, может быть, понравится, мы сделаем еще более крупное интервью на конкретные темы. Ну, а в целом, спасибо, Петр Иванович. Да, пожалуйста, я всегда готов отвечать на любые вопросы. Просто вот те познавательные уроки, да, вот тогда, когда были в советский период, но я бы сказал бы и сейчас-то не очень-то плохие-то есть и хорошие дисциплины, да, которые учат людей к жизни. Я просто-напросто сужу по своему ребенку. Она намного продвинутее и умнее. И, кстати, логику, вот я бы сказал, да, вот она же 90-х же годов. Логику, кстати, они преподают, видимо, очень неплохую. У них логика очень сильно развита. Вот я говорю всегда, 90-х годов дети, когда придут к власти, Россия пойдет на Подъем. возрождение. Вот. Они очень-очень умные. А на Спасибо. сегодня все. Пожалуй, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Спасибо. Пока-пока.